Воскресный вечер. Время подводить итоги на телеканале БСТ. В этом выпуске расскажем о главных событиях уходящих 7 дней. С вами Азат Сверханов, и вначале коротко о главном. Бет Якширак Булдарабат. Алга, Башкирия. Вперед, Башкортостан. Ради Хабиров огласил свое первое послание. Пора наводить порядок, я бы сказал. Сделать генеральную уборку в республике. Адресовано оно не только парламенту, но и всей республике. Мусорная реформа. Я считаю неправильным тариф за вывоз мусора, зависящий от количества людей в семье. Тарифы на уборку отходов пересмотрят в сторону уменьшения, а количество льготников увеличат. Снизить эту долю с 18 до 16% и для многодетных и неполных семей с 15 до 13%. Победила дружба. В Уфе завершились российско-китайские зимние игры. Зачем хоккеисты поменялись командами? Самая главная задача – научиться и посмотреть, как играет российская команда. Английские пистолеты и иранские сабли. Выставку, которая из музеев Кремля могла бы отправиться в Лондон, в Берлин. В Уфе можно увидеть уникальную коллекцию из арсенала русских царей и императоров. Начнем с трагедии в Соликамске. Сегодня ночью спасатели извлекли из горящей шахты тела 8 человек. Двое горняков – выходцы из Башкортостана. Это Сергей Томшин и Антон Абрамов. Сообщается, что пожар возник на глубине 365 метров. Огонь вспыхнул при проведении работ по армированию системы вентиляции. Временно исполняющий обязанности главы нашей республики пообещал поддержку семьям шахтеров, погибшим в результате ЧП в Пермском крае. Но главное событие этой недели, безусловно, послание Радия Хабирова парламенту. В Рио главы республики призвал провести в регионе генеральную уборку. И речь здесь скорее о чистоте политической. Новшеством оглашения, по сути, стратегического документа на предстоящий год стало то, что по личному приглашению руководителя республики на церемонии впервые присутствовали лучшие специалисты в своей области. Рабочие заводов, труженики села, фельдшеры, ветераны, достигшие признания в профессии и общественной жизни. С ними Ради Хабиров общался на одном языке, исключив сложные формулировки и нагромождение цифр. А вот с чиновников спрос станет еще больше. В этом году за уборку он намолотил 4200 тонн зерна, то есть перевыполнил норму в 4 раза. Вместо цифр с массой нулей, академических графиков и отчетов, аплодисменты простым труженикам. Такого послания республика еще не слышала. Впервые вип-персоны теряются среди людей, приглашенных со всех уголков региона. В центре зала механизаторы, фельдшеры, ветераны-нефтяники, молодые семьи, родители погибших героев Отечества. Сегодня они по праву заслужили похвалы руководителя региона. Сегодня в этом зале находятся удостоенные такой медали Самат и Галия Зайнуллины. Они воспитали замечательных детей. Один из них, Ренат, геройски погиб при исполнении долга в Чеченской республике. 800 приглашенных, но к двум из них особое внимание. В одном ряду предыдущие руководители республики. Муртазу Рахимова и Рустема Хамитова зал приветствовал стоя. Каждому из них Ради Хабиров обратился лично, демонстрируя преемственность власти и уважение к старшим. В тяжелые переломные годы он сохранил, приумножил славу республики. Я испытываю к нему глубочайшее уважение. Спасибо вам, Муртаза Губайдулович. Хочу также поблагодарить Рустема Закиевича Хамитова. Открытость власти, масштабные культурные форумы, саммиты ШОС и БРИКС, узнаваемость республики в мире – это во многом именно ваша заслуга. Уже с первых слов Радия Хабирова в Конгресс-холле Таратау стало понятно, для республики это что-то новое и необычное. Руководитель региона приветствует всех словами «уважаемые приглашенные» и те, кто смотрит трансляцию. Это потом станет ясно. Нынешнее послание, оно не только и не столько к депутатам, оно ко всему обществу. С призывом консолидироваться, чтобы, как выразился Ради Хабиров на американский манер, «make Bashkiria great again», то есть сделать Башкортостан вновь великим. Я считаю, что вот именно такая молодежь сумеет наш Башкортостан, как любят говорить
иногда наши заокеанские партнеры, Great Again. Хабиров практически не заглядывает в бумажный текст послания, не сыпет сложными терминами и задачами, что называется, далекой перспективы. Он обращается напрямую к чиновникам и жителям Башкортостана, открыто говорит, что вновь обретенный дом руководителя региона сегодня нуждается в генеральной уборке. И речь здесь не про чистоту улиц. Наведение порядка нужно почти во всех сферах. Особый спрос в этом с глав районов. Им Ради Хабиров предложил не засиживаться на своих местах долгие годы. Ротация власти должна производиться не реже, чем раз в 2 срока. Так можно победить клановость и кумовство. Этого времени, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы руководитель в полной мере реализовал свой управленческий потенциал и инициативы. Вместе с новой формой послания обязательные ключевые задачи, но здесь не просто общие фразы, а конкретные поручения. Программа ремонта аварийных школ и медицинских учреждений, закупки современного медоборудования появится уже в начале следующего года. Все родители, нуждаются они в том или нет, будут получать компенсацию на оплату детского сада. Республика выделит на это 1 миллиард рублей. Отдельно Ради Хабиров призвал увеличить размеры пособий для детей с инвалидностью. Я понимаю переживания людей. Незначительная разница в доходах зачастую приводит к отказам в получении этой столь нужной помощи. Я принял решение поддержать все семьи, в которых дети ходят в детские сады, независимо от критерия нуждаемости. Охрану здоровья руководитель региона назвал приоритетной. Он поручил усилить контроль за продажей алкоголя и табака несовершеннолетним, а работающих граждан мотивировать к диспансеризации. Главам районов поручил обеспечить жильем молодых специалистов. От правительства требуется разработать программу предоставления арендного жилья с возможностью дальнейшего выкупа. Больше многодетных семей тоже обзаведутся крышей над головой. Расходы на это вырастут в 2 раза. Обманутых дольщиков постепенно станет меньше, часть долгостроев ведут в этом году. Запланирована сдача и проблемных социальных объектов в регионе. В марте следующего года мы должны открыть детскую поликлинику на улице Амантая в Уфе. А до 1 июня к летним международным детским играм ввести центр подготовки на улице Камышлинской в Затоне. Новый корпус онкодиспансера в Уфе. Завершить реконструкцию железнодорожного вокзала и модернизацию аэропорта Уфы. Ради Хабиров предостерег чиновников от любых попыток коррупции. Республика уже лишилась ряда крупных предприятий и успела предотвратить продажу и банкротство Башавтотранса издательства «Башкортостан». Руководитель республики призвал сделать Уфу молодежным образовательным центром, организовав единый межвузовский кампус и до конца следующего года завершить работу по созданию технополиса общего доступа. Вместо сухой констатации Ради Хабиров решил разговаривать с властью и населением на другом языке, понятном, доступном и порой бескомпромиссном. 12 раз он произнес слово «поручаю». Это значит, что правительство и чиновников на местах ждут непростые дни и бессонные ночи, чтобы сделать жизнь людей лучше. Эта работа будет вестись под новым лозунгом, который уже стал самым цитируемым выражением Радия Хабирова. Наши соседи и друзья очень правильно говорят «без булдрабас». А я хочу сказать собравшимся «без якшарак булдрабас». Это послание Государственному собранию без преувеличения можно назвать знаковым. И даже не потому, что Ради Хабиров, как руководитель Башкортостана, оглашает его впервые. Документ не стал казенной директивой, а воспринят властью и обществом как руководство к действию. Максим Окунев, Артур Елаев, Виктор Меренков. Итоги недели. Итак, в своем послании Ради Хабиров определил ключевые задачи законодательной и исполнительной ветвей власти на предстоящий год. Политологи и журналисты уже разобрали текст послания на цитаты. О реакции общественности на главный политический документ. Равиль Ватолин. Как только послание завершилось и в зале погасли экраны, приглашенные не поспешили по домам, а собрались в фойе Конгресс-холла. Дискуссии здесь порой перерастали в жаркие споры. На сей раз в центре внимания труженики села и рабочие заводов. Их проблемы первостепенны. Здесь были поставлены конкретные задачи, и это и для руководителей районов, городов, потому что главный капитал нашей республики – это не какие-то технологии, не какие-то машины, оборудование. Главный капитал нашей республики – это люди, это простые люди, это люди труда.
И как раз решение проблем этих людей ставится во главу угла. Вот это, я думаю, правильно. Текст не перегружен цифрами, план работы расписан на завтра и ближайшую перспективу, а не на годы вперед. Руководитель республики обозначает проблемы, тут же предлагает варианты их решений и раздает конкретные поручения. Потому что знает, о чем говорит, заявил журналистам первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. По его словам, все болевые точки Хабиров успел увидеть своими глазами во время рабочих поездок по районам республики. Главную мысль высказал, я думаю, что он положительно высказался. Проблемы исключительно хорошее впечатление, положительное, необычный выступал. То, что вот увидел, что хочет сделать, и поэтому все его речи должны быть выполняться. Впервые в истории, говорят эксперты, послание не только о людях, но и для людей, чтобы каждый житель региона почувствовал изменения не на бумаге, а в реальности. Образование, культура, спорт – они должны быть доступны каждому. Здравоохранение. От самочувствия этой сферы зависит будущее республики. Наличие медицинских кадров на селе и условий для их работы станет ключевым критерием оценки эффективности глав районов и городов. Этот аспект, уверены врачи, должен в корне поменять ситуацию. Обязательно надо заниматься доврачебной врачи, то, что доступно для людей. Может быть, я бы начала то, что он говорил, что вот глав убирать не то, что менять через 2 года. Может быть, нужно и главврачей. Вот с этого начинать. Больно люди, которые, так скажем, засиделись, некоторые не видят. Оценивать рейтингованием будут и работу парламентариев в Госдуме и Совете Федерации. Заключается она в простом сравнении денежных сумм, привлеченных в республику. Тех, кто окажется в аутсайдерах, переведут из Первопрестольной в Уфу. Активизировать работу Ради Хабиров призвал и депутатов Государственной Думы и сенаторов. Именно от их деятельности зависит привлечение денег в Башкортостан по различным госпрограммам. Но вот главное отработать эту задачу на уровне федерального правительства, ну и, конечно же, с каждым министром в частности. Это площадка, на которой обсуждаются именно вопросы стратегического развития нашей страны, в том числе и национальные проекты, федеральные программы. И при взаимодействии с нашим правительством республиканским там вполне возможно привлекать серьезные ресурсы для нашей республики. За часовое озвучивание послания Ради Хабиров раздал свыше десятка поручений. Большинство из них требуют серьезного увеличения расходных статей бюджета. Но траты, говорят парламентарии, просчитаны и уже заложены в план. Предполагаю, сейчас правительство будет считать именно сейчас определить все мероприятия, которые предполагают эти направления деятельности. Тем более на это еще направлены национальные проекты, которые в целом по Российской Федерации. Также будет оказана и федеральная помощь, предполагается, она будет тоже не маленькая. И тем более у нас свои резервы тоже есть. И я надеюсь, что хватит сил и возможностей и ресурсов бюджета для того, чтобы выполнить все те мероприятия, которые намечены. Подкрепить поступление в бюджет региона должно и эффективное управление госсобственностью. Ради Хабиров отметил, что республика в последние годы из-за очень умелого менеджмента лишилась нескольких предприятий, часть из которых носили едва ли не стратегический характер. Действительно, болевая точка, можно сидеть, так сказать, у разбитого корыта, могло так оказаться. Вот, поэтому здесь, я думаю, совершенно правильный подход, потому что то имущество, которое есть, надо очень грамотно к нему отнестись. Практика вот последних лет показывает, что как раз эффективное направление не наступает, а эти предприятия просто исчезают. Вот с этой практикой надо заканчивать. На реализацию послания ровно год, но министры и главы районов уже расписывают план действий. Депутаты, в свою очередь, должны подкрепить все поручения руководителя региона необходимыми законодательными актами. В Госсобрании уже сформировали рабочую группу, которая займется не только проработкой поручений, но и будет контролировать их исполнение. Равиль Ватолин, Ильдар Насреддинов и Родион Матвеев. Итоги недели. И как мы уже отмечали, послание Ради Хабирова было не только о людях, но и для людей. Почти половина приглашенных в зале – рядовые труженики. Те, кто двигает республику на первой позиции в сельском хозяйстве, влюбленные в свое дело учителя, воспитатели, благодетели, те, кто на страже здоровья жителей небольших деревень, семейные пары, подающие пример, какими нужно быть родителями. Зал приветствовал их громкими аплодисментами. Кто они? Специальные гости, неожиданно для себя получившие конверт с приглашением на главное политическое событие года. Моя коллега Альбина Хайруллина разыскала героев послания. Сладкими подарками он старается отогреть маленькие сердца, заледеневшие от несправедливости и лишений. Их матери не стало 2 года назад. Родному отцу гораздо ближе бутылка с горячительным. В семье Султановых, где детей 10, за старшую сама еще школьница Айзеля. Но даже она, вероятно, еще не понимает, что этот человек, скромно отворачивающийся от камеры, их спас.
Переселив из ветхого барака, где в крыше зияют дыры, уроки приходится делать под лучом керосиновой лампы, а по ночам бегать за охапками дров, чтобы не замерзнуть из-за пронизывающего ветра из-под рваного засаленного полиэтилена на окнах. Тут можно любоваться на деревню, а в том доме к окну даже не подойти. Столько места здесь, у каждого кровать, тепло, батареи. Здесь улыбаться хочется, а в том доме плакать. Спасибо дяде Ильшату. С такой детской непосредственностью он благодарит Ильшата Гельманова, с которым ни его братья, ни сестры, ни тем более родители, истратившие весь материнский капитал только на себя, даже не были знакомы. А он, будучи сам многодетным отцом, взял и построил, по сути, для чужих людей просторный дом. Такой же годом ранее он возвел для другой семьи, которой вовсе было негде жить. Мне самому охота уже сюда переехать. Вот чтобы они выросли как все обычные дети, как они вот здесь учатся, вот мои дети тут учатся, вот, чтобы никто им не показывал, чтобы пальцем никто не тыкал, чтобы вот ты такой-то там вырос там в каком-то доме. В свои 19 Ренат тоже мечтал построить дом. Не успел. Его мама, спотыкаясь, пробирается к последнему пристанищу сына. Все по телевизору смотрели. Может, и где-то окажется. Может, ошиблись, думали. Даже спустя 20 лет материнское сердце отказывается верить, что за этой оградой с красной звездой лежит ее любимый сын, рядовой Зайнуллин, попавший в кровавое месиво Чеченской войны. Спустя лишь 4 месяца после многочисленных анализов ДНК в деревню пришел груз 200. Капсула с пожеланием солдату так и осталась нераспечатанной. Наш сын 20 минут обстреливался, говорит. И это ранен был в ногу, когда вышел, взорвал себя и боевиков вместе. За воспитание детей патриотами Родины, а их у Зайнуллиных 5, на груди пенсионеров медали, которые выдаются только в паре за родительскую доблесть. Семья из небольшой деревни Елембетово получила их первыми в республике. Она в школе, я на работе, и вот они занимаются хозяйством. Но больше на супруге было, да? Да. А вы все-таки государство. Да. Колхозный человек называется, да. Работать с малых лет начал и Сергей Локтионов. В спецовке тот самый комбайнер, передовик производства, которого громкими аплодисментами первыми приветствовал зал. К такому развитию событий трудяга был явно не готов. В город ехал в надежде отсидеться на задних рядах конгресс-холла. Самого первого он прям назвал. Ваши эмоции, ваши впечатления? Ну, как сказать, странно как-то. Не ожидали, да, действительно, не ожидал. Это правда. В колхоз он пошел трудиться сразу после армии, там и познакомился с супругой. Путь к сердцу лег через желудок. Теперь обеды в столовой семейные. Жена-повар, сын-сварщик, он за рулем комбайна. Этим летом Сергей намолотил 42 тысячи центнеров зерновых, в 4 раза перевыполнив план. За достойный труд и награда в гараже внедорожник Нива. Фамилия, что ни день звучит по телевизору. Я сначала опишила. Так интересно было, и его показали. И голова там, вот так интересно все было. Сменив нарядное платье на белый халат, сразу по приезду на работу поспешила и Сафина Гореева. Уже как 7 лет она на пенсии, но без нее ФАП Валмышева осиротеет. Рабочий день, судя по табличке у входа, уже давно завершен. Но взяв чемоданчик с самым необходимым, скорая помощь спешит на очередной вызов в другой конец деревни. И так уже 42 года подряд. У нас одна девчонка в этом году отучилась в Белорецке. Вот ее ждала. Но она не приехала в деревню, опять я осталась. Куда деваться? Может, оно и лучше. Может, и лучше, но если никого нет, ФАП закроют, люди куда пойдут? История болезни в компьютере, а он пока не подводит, шутит фельдшер, имея в виду, что все и всех помнит наизусть. Так маму этой малышки Сафина Гореева тоже наблюдала еще с пеленок. И пусть в трудовой у нее числится лишь учеба в медицинском колледже, жители деревни прозвали ее семейным доктором. Пожалуй, главное признание – маленькие пациенты готовы идти по ее стопам. Ну а пока Арина подрастет, просит фельдшера еще поработать. Лечить хочу, как Сафини. Альбина Хайруллина, Булат Закирьянов, Владимир Шевчук, Антон Барков. Итоги недели. Теперь к другим темам. 1702 журналиста и 66 вопросов, почти 4 часа беседы. Это цифры из пресс-конференции Владимира Путина. В этом году количество участников вновь стало рекордным. Журналисты задавали злободневные вопросы. Это были проблемы дольщиков, пропасть между доходами топ-менеджеров корпораций и простыми гражданами, доступность спорта для детей, внешнеэкономические отношения России.
Также СМИ интересовались Крымом, Керченским проливом. От телеканала БСТ присутствовал Рафик Ахмедшин, корреспондент новостей башкирской редакции. Но, к сожалению, в этом году задать вопрос у журналистов из Башкортостана не получилось. Сделать это пытался и Станислав Шахов, которому на прошлой пресс-конференции удача улыбнулась. К сожалению, не хватило времени, потому что многие коллеги, наверное, задавали излишне долгие вопросы или излишне много. Но все-таки 3 вопроса за один раз – это, наверное, капельку чересчур. А спросить мы хотели, будут ли в России проходить еще крупные международные мероприятия, или лучше взять паузу и миллиарды, выделяемые на их проведение, потратить на благоустройство большего количества территорий. Во-первых, приятно задать вопрос президенту. Во-вторых, ответ его, просто это здорово, потому что до этого все говорили, что Конституцию менять невозможно. А сейчас мы услышали, что изменение Конституции – это предмет широкого обсуждения. Вопрос был про патриотизм, о том, чтобы написать в Конституции, законодательно написать, что наша национальная идея – это патриотизм. Задавали президенту и личные вопросы, например, когда женится Владимир Путин. А когда вы женитесь? И на ком? Это совсем разные вопросы. А вы женаты? Да, не шли. Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну ладно. Значит, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать. Вот. Значит, теперь... Спасибо. В этом году на пресс-конференцию были одобрены более чем 99% заявок. Несмотря на то, что в зале преобладали региональные журналисты, слово чаще всего давали сотрудникам федеральных и зарубежных средств массовой информации. Как всегда, представители СМИ пытались привлечь внимание национальными костюмами и плакатами, по которым, кстати, в этом году были введены правила: размер не больше формата А3. Но на этом ограничения закончились. Журналисты не стесняли себя в способах самовыражения. Владимир Владимирович очень любит к нам приезжать и отдыхать в Республику Тыва вместе с Сергеем Кожугетовичем. Кстати, когда я проходила сейчас досмотр, меня остановились и решали. Сказали, что ничего страшного, наоборот, такой креативный, и пропустили. Гораздо меньше всякой атрибутики для привлечения внимания в этом году принесли журналисты. Я знаю, что организаторы пресс-конференции просили не приносить слишком большие плакаты и, видимо, не пропускают. Раньше были барабаны, бубны, да чего здесь только не было, чего только не приносили. С 1 января будущего года плата за вывоз мусора в среднем по Башкортостану не превысит 70 рублей с человека. На оперативном совещании в правительстве Ради Хабиров попросил не выбиваться за эти пределы и проконтролировать, чтобы граждане не получили по 2 платежки за одну услугу. Определенной категории граждан платеж будет компенсирован за счет республиканских программ. Азат Садриев расскажет все подробности. Каждую козу, барашку и корову Мундинур Махмутова называет по имени. Хозяйство у пенсионерки хоть и большое, но экологически чистые и безотходные. Бумага, картон и даже фантики от любимых конфет сжигаются в печи, в пластиковых бутылках продает молоко, кожура от овощей и фруктов идет на корм домашнему скоту, навоз на удобрение. Когда узнала, что за вывоз практически несуществующего у нее мусора придется платить до 185 рублей с человека, едва не упала в обморок. Признается, собирать и вывозить ТБО нужно, но не за столько. Организованно пусть принимают здесь, а потом, если за мешок вот столько-то установят, у кого сколько будет, пусть сразу платит. С таким ценообразованием не согласился и руководитель республики. Ради Хабиров потребовал уменьшить тариф. В результате с 1 января следующего года для жителей многоквартирных домов плата составит от 57 до 81 рубля ежемесячно с человека. У кого индивидуальное жилье – от 58 до 81. Надзорные органы и Министерство ЖКХ проконтролируют правильность начислений. У нас в зависимости от особенностей зон, где работают региональные операторы, где-то колеблется от 57 до 80. В целом по республике Башкортостан средняя цифра должна быть 70 рублей. Поэтому у меня просьба, во-первых, с региональными операторами дожать эту ситуацию до 70 рублей. Снизить тарифы почти втрое удалось, сохранив на уровне 2018 года ставку сбора за негативные воздействия на окружающую среду и освободив от уплаты НДС региональных операторов. При этом предусмотрены и ежемесячные денежные компенсации. Ее получат более 500 000 человек.
Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, граждане, подвергшиеся радиации. По поручению Радия Хабирова парламентарии обсудили меры поддержки населения при переходе на новую систему обращения с коммунальными отходами. Со стороны Госсобрания мы готовы, если необходимость есть, и законодательно подкрепить эти нормы. И мы надеемся, что вот будущая реформа, она все-таки наведет порядок, но в то же время нельзя забывать и о гражданах, которые нуждаются в помощи от государства. В эту категорию в том числе входят многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры. Для них уже предусмотрены субсидии, чтобы снизить максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг. Мы на сегодняшнем совещании внесли предложение, чтобы для двух социально уязвимых групп, особенно социально уязвимых, это одиноко проживающие граждане, которые достигли 70 лет, чтобы им снизить эту долю с 18 до 16%, и для многодетных и неполных семей с 15 до 13%. При этом для жителей отдаленных деревень, где мусоровозы видели разве что по телевизору, на первом этапе тариф за вывоз ТБО будет вдвое ниже среднереспубликанского и составит 35 рублей с человека в месяц. До конца 2019 года во всех населенных пунктах появятся современные контейнерные площадки с возможностью сортировки мусора. В этот период, первый квартал, зима, значит, мешочный сбор во многих местах будет организован. Конечно же, в районных центрах, даже в сельских районах и в городах в соответствии с установленными требованиями уже места должны быть организованы. И все же у населения еще остаются вопросы по поводу будущей реформы. И чаще всего их задают как раз жители села. Вот у меня 5 детей. Все учатся. А зачем мы должны за них платить? С одной стороны, получается. Они с вами не живут? Нет, они же то в Белорецке, одна в Белорецке, другой в Уфе. Ответить на эти и другие вопросы должны в том числе и главы районных администраций, встречаясь с населением и проводя разъяснительную работу. Станет чище не только на улицах, но и в подъездах. На их ремонт республика выделит еще около 6 миллиардов рублей. В первую очередь маляры и электрики зайдут туда, где их не было свыше 10 лет. А к федеральной программе «Комфортная городская среда» добавится еще одна, региональная, с весьма интересным названием. Республика впервые приступает к столь масштабным работам по благоустройству придомовых территорий и ремонту подъездов. В рамках программы «Башкирский комфортный дворик» жильцы сами смогут определить, в чем они нуждаются больше всего. В детской игровой площадке, автомобильной парковке или обновленном асфальтовом покрытии. Именно причастность жильцов – главный фактор успеха, подчеркнул руководитель Башкортостана. Азат Садреев, Альбина Хайруллина, Ильдар Досрединов, Артур Ханов и Булат Закирьянов. Итоги недели. Депутаты Госсобрания единогласно поддержали обращение к Дмитрию Медведеву о сохранении регионального и муниципального телевидения. Парламентарии предлагают включить в общедоступный мультиплекс и местные СМИ, а также сохранить возможность продолжения эфирного аналогового вещания до проведения конкурса на право работы в дополнительных мультиплексах. Сейчас переход на цифру не подразумевает наличие ни одного регионального телеканала. Отсутствие доступа к местному ТВ, считают законодатели, ущемляет права граждан республики на получение информации, гарантированной Конституцией. Для 786 населенных пунктов республики услуги цифрового телевидения окажутся полностью недоступны. А те зрители, которые сохранят возможность телесмотрения за абонентскую плату через спутниковые кабельные каналы, тоже со временем начнут голосовать рублем за мультиплекс, переходя на бесплатный формат просмотра. И еще раз подчеркиваю, что в бесплатном формате у нас только 20 федеральных телеканалов. Переход цифровизации телевидения может создать ту ситуацию, что региональное телевидение не только у нас, по всей стране, окажется невостребованным, не вписанными в рамки цифровизации. Хотим просить у правительства России поддержки в этом вопросе. Напомню, в 2019 году в России поэтапно произойдет переход с аналогового телевещания на цифровое. В Башкортостане и еще нескольких регионах переход произойдет 3 июня. И чтобы продолжить смотреть любимые передачи, футбол или хоккей, нужно будет либо купить телевизионную приставку, либо перенастроить свой телевизор. Я, в свою очередь, как представитель регионального телевидения, выражаю свою огромную признательность и благодарность нашим депутатам. С другой стороны, хочу сказать, что уж давно не одиноки в этой борьбе за региональные мультиплексы, региональное цифровое вещание. Но сегодня мы практически увидели легитимизацию вот этого большого движения. Наша главная задача, чтобы у жителей Республики Башкортостан был бесплатный
самое важное, и общедоступный канал получения информации о жизни, происходящей именно у нас в регионе. Россия и Китай на Уфимской земле в столице Башкортостана на неделе подвели итоги спортивного форума. В Уфе прошли вторые в истории российско-китайские молодежные зимние игры. Впервые наша страна в лице столицы Башкортостана принимала состязания двух держав. Сильнейшие определялись в 5 видах спорта – хоккее, шорт-треке, фигурном катании, сноуборде и лыжных гонках. Россияне праздновали триумф в одних видах спорта, гости из Китайской Народной Республики – в других. Но, по мнению сторон, форум был полезен для всех. Чем именно, расскажет Роза Хабибуллина. Это по-настоящему спортивный принцип, когда более сильный соперник, а в данном случае сборная России, готов совершить обмен игроками, чтобы уравнять силы и показать красивый хоккей. Для команды Китая поединки на Уфа-арене стали серьезным мастер-классом, который они намерены воплотить уже на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Самая главная задача – научиться и посмотреть, как играет российская команда. В целом, нам очень интересно, это хорошая основа для дальнейшего развития команды. Будем учиться на своих ошибках. Наша главная цель – получить опыт, повысить уровень мастерства, чтобы выступить на Олимпийских играх. Если не всей командой, то, может быть, делегировать несколько игроков. Российский хоккей для китайцев практически эталон, и имя Вячеслава Фетисова знакомо совсем юным игрокам, а потому автограф-сессия прошла активно. Любое международное соревнование – это, в общем, шаг к будущим большим победам. Здесь, конечно, я хотел бы отметить организацию. Мы говорим, что у нас сегодня не только Москва, а и Санкт-Петербург умеют проводить комплексные мероприятия. Ну, в общем, и в Уфе сегодня достаточно инфраструктуры для того, чтобы проводить любого уровня соревнований. Это тоже немаловажный фактор. Я, насколько знаю, по оценкам гостей, фантастическая атмосфера, дружелюбная. А на горнолыжном комплексе Уфимской спортшколы за соревнованиями наблюдала легендарная Светлана Гладышева. Вице-чемпионка Олимпиады помнит свое детство на этих склонах. Много сделала сама, чтобы улучшить условия для занятий спортом. Вот это было очень давно, 15 лет назад мы все это делали. Тогда тоже был интерес и сильно помогали, очень хорошо. Вам большое спасибо, огромное спасибо. Нам нравится этот город, да, нравится Россия. Эти соревнования будут дополнительным этапом для становления спортивных карьер наших детей. И это все должно быть, мне кажется, принять форму традиционных соревнований. Мне бы это очень хотелось. И не замыкаться на двух странах, а приглашать и приглашать. Для нас это очень важно. Тем более, значит, вы знаете, вот мы пригласили нашу знаменитую Светлану Алексеевну. Приехала, нашла время, значит, встретилась со членами сборной нашей страны, с нашими ребятами уфимскими, которые будут выступать. Для нас это знаковое, значит, мероприятие для поддержания и развития спорта в Республике Башкортостан и Российской Федерации в целом. Не обошлось и без драмы. Это падение стоило бронзы башкирскому сноубордисту. В одном из заездов столкнулся с соперником. Доска треснула, но этот дефект Кирилл Петь обнаружил только после старта за 3-е место. Конкретно соревнования для меня прошли, как я уже сказал, не наилучшим образом, как я рассчитывал, но в целом, как я боролся, сделал все, что было в моих силах. Для уфимца Аскара Абдрахимова, как и для многих других, эти состязания стали дебютными на международном уровне. Больше всего понравилась их командная работа. Они очень слаженно работают. Это прям видно. У нас не такая сложная работа, как у них. Мы друг друга не знаем, можно так сказать, относительно. Только так, имя, фамилия и все. Вот. Не знаем, кто как выходит, кто как бегает, кто как себя ведет на той или иной дистанции. Вот. Не хватает опыта вместе бегать. Мы привыкли друг против дружки сражаться, и все. Вот так болели за своих на малой площадке Уфа-арены. На месте этих шорт-трекистов мог бы быть и внук Расима Ахметьянова. Но мальчик предпочел хоккей, а вот дедушка остался верен шорт-треку. У меня внук есть 10-го года. Я его водил в дворец спорта регулярно. Потом Шакши. Сейчас он, правда, с шорт-трека ушел в хоккейной группе.
в 10 группе. Вот Узимбирдеев лампа. Как раз возраст только не позволяет непосредственно участие принимать в торгах. Победительницей заключительного соревновательного дня эстафетной гонки становится команда Российской Федерации. Диана Алексеева привыкла побеждать на уфимской лыжне. Золото эстафеты третье в ее копилке. Хотя разве могло сложиться иначе выступление девочки из семьи пчеловодов в столице меда? Да, родители занимаются пчеловодством, а также лыжными гонками. А сама ты увлекаешься пчеловодством? Да, конечно, я очень люблю работать на пасеке, помогать родителям работать с пчелами. Мне очень нравится город такой старинный, центр старинный, очень много различных достопримечательностей, например, памятник пчеле. Мне это нравится. Каждый гость нашел что-то свое в гостеприимной Уфе. Одних покорила башкирская кухня, другие восторгались красотой города, третьи радовались своему первому триумфу. Гонка удалась хорошо, нас радушно приняли в Уфе, все здорово, нам понравился комплекс, все неплохо построено, у вас хороший лед. Нам очень нравится ваш город, у Уфы интересная история, очень приятно, что мы приехали на экскурсию. В отличие от прошлых игр, которые прошли в Китае, сборная России выступила удачнее, завоевав 18 золотых медалей, 13 серебряных и 10 бронзовых. У гостей из Поднебесной наград немного меньше. Но смысл этих игр не только в медалях и победах. Здесь, в Уфе, завязалась настоящая дружба. Соревнования заканчивались сразу после финиша. Понимали друг друга без слов, ведь спортивный язык уникален. Мы увидели то, что это уже новая формация молодежи, которая вырастет, которая нас заменит, и они совершенно по-другому будут общаться. И вот в этом направлении, для того, чтобы укрепление дружбы и взаимодействия между нашими странами, мы и проводим эти мероприятия. Уже на церемонии закрытия подводили итоги. Трехдневный форум пролетел как один миг, но наполненный событиями, воспоминания от которых у каждого свои. Роза Хабибулина, Татьяна Никанорова, Артем Кочешев, Айгуль Резяпова, Владислав Минязев, Равшан Артыков и Тимур Рахматов. Итоги недели. Теперь о культуре. В Уфе открылась выставка «Арсенал русских царей и императоров» из собрания музеев Московского Кремля. Экспозиция организована при поддержке компании «Транснефть». Мероприятие было приурочено сразу к двум важным датам – 25-летию «Транснефти» и 100-летию Республики Башкортостан. У жителей Уфы и Республики появилась замечательная возможность увидеть уникальные образцы оружейного искусства, созданные в 17-18 столетиях, которые были собраны в коллекциях русских царей и императоров и являются уникальным культурным достоянием страны. Многие экспонаты покинули запасников музеев впервые. Она создана специально для этого проекта, который мы задумали вместе с нашим генеральным партнером этой выставки и нашим давним очень партнером «Транснефтью», компанией «Транснефть». И благодаря вот такой поддержке мы видим в этих залах великолепную, абсолютно европейского уровня выставку, которая из музеев Кремля могла бы отправиться в Лондон, в Берлин, куда угодно. Экспозиция включает в себя работы русских, западноевропейских и восточных мастеров. Представлено холодное огнестрельное оружие, доспехи, а также элементы убранства для лошадей во время парадных выездов. К примеру, этот кафтан из малинового бархата – редкий образец придворной униформы, изготовленный в 17 веке в мастерских Кремля. Многие раритеты не имеют аналогов и являются именными экспонатами. Уникальная коллекция представлена уфимской публике благодаря компании «Транснефть». Данная выставка, она как раз вот и будет показывать то, что компания «Транснефть», «Транснефть Урал» в регионах своего присутствия делаем максимально возможное, что в наших силах, для того, чтобы повышать не только уровень жизни и обеспечения наших работников, но и при этом, если есть возможность, помогать всем ближним, осмотреть данную экспозицию, которая не так часто выезжает из нашей столицы. Место проведения выставки было выбрано не случайно. Здание Нестеровского музея новое, оснащено современной системой охранной сигнализации и пожаротушения, но требования к безопасности экспозиции исключительные, поэтому специально для этой выставки «Транснефть» приобрела самые современные витрины. После окончания выставки они будут переданы в дар музею. «Транснефть» празднует 25-летие своего существования и празднуют таким образом, что делают
в принципе, это спонсорские деньги. Они вложились немало в транспортировку, во-первых, в страховку, это же гигантские суммы. И плюс изготовление витрин. Витрины делались фирмой, которая располагается в Германии. И из Германии вот 2 недели тому назад они прибыли сюда, и начался монтаж этой выставки. Из Москвы в Уфу привезено 59 экспонатов. Самый дорогостоящий булатный клинок, преподнесенный послом иранского шаха царю Алексею Михайловичу. Впрочем, культурную, историческую, художественную ценность этих предметов определить невозможно, сходятся во мнении специалисты. А вот увидеть замечательные экспонаты из собрания музеев Московского Кремля может каждый. Экспозиция будет работать в Уфе до марта следующего года. И в заключение расскажем историю лосенка, которого спасли от волков. Ему нашли приют. Сахатова согласился принять Республиканский центр спасения животных. Напомню, до этого животное находилось у местного жителя, который вместе с егерями спас зверя. Но оставаться там долго он не мог. Сотрудники Белозерского госзаказника взялись за транспортировку лосенка в Кушнаренковский район. На протяжении всего пути их сопровождала наша съемочная группа. Слово Анастасии Ильчебаевой. Прощаться надо. Вот. Поедешь сейчас своим. Ой, молодец, молодец. Из зашуганного дикого зверя он превратился пусть не в ручного котенка, но уже вполне в домашнего питомца. Судьба словно давно готовила их к встрече. Манса в прошлом охотник, который еще много лет назад после первой вылазки на лося поставил винтовку в дальний угол, предпочтя рыбалку, во время которой ему и было суждено спасти этого истекающего кровью загнанного в воду волками малыша, теперь уже не безымянного. И медали, малай. Мальчик же. Вместе с женой он выходил бедолагу. Кормили с рук, кутали одеялами, натирали рану прополисом. В прошлый раз, когда мы приезжали к лосенку, он был напуган, еще не отошел от стресса и сидел просто забившись в углу. А сегодня этот несмышленый ушастик уже подпускает к себе, привыкает к ласке и доброте. Но, к сожалению, остаться со своими спасителями он не мог. Содержать дикого зверя дома нельзя, да и малышу требуется профессиональная помощь. Рана оказалась серьезнее, чем думали вначале. Волки порвали лосенку связки. Задняя правая нога не держит. Он, шатаясь, но на удивление спокойно, словно доверившись людям, заходит в перевозку. В ней до центра спасения диких животных ему придется преодолеть более 200 километров. Чувствует, как мы уже дверь открываем, встанет и смотрит. Когда мы выйдем, когда погладим. Любит, когда уже гладим, он уже слушается, ага, смотрит. Он стал для нее как ребенок, признается Альмира Кельмухаметова. Это она каждый день обрабатывала ему рану, вместе с мужем вскакивала по ночам, чтобы проверить, все ли хорошо. Так что неудивительно, что по щекам потекли слезы, а руки все не отпускали ставшего родным малыша. Жалко. Скорее выздоравливай. В гости к тебе приедем, Аллах берса. Машина с лосенком отъезжает, а они по привычке, словно прощаясь с человеком, машут ему вслед. Дорогу Сахатой перенес спокойно. В перевозку малышу накидали сено, чтобы было мягче и теплее. В куляшке его уже ждали сотрудники Центра спасения. Вывести лосенка из перевозки оказалось труднее, чем туда завести. Почти нет знакомых лиц и голосов. Но вскоре он все-таки боязливо переступает порог. Из-за травмы сотрудникам приходится поддерживать лосенка. Каждый шаг ему дается с трудом. С дороги малыша поспешили накормить дубовыми ветками. Для лосей это одно из любимых лакомств. Сахатых здесь выхаживают уже не в первый раз. Отбитых приводят. Вот. Бывает, мать бросает. Есть лось. Выпустили, назвали его Зиной, потому что привезли из Зилаирского района. Ближе к осени пришла сюда-обратно. Мы его обратно в вольер пустили, кормили, и она родила весной детеныш двоих. Лосенка будут кормить специальными веткормами и оказывать медпомощь. Из-за того, что в рану попала инфекция, Сахатому требуется курс антибиотиков. В природных условиях сам не выживет. Она видно, что сухожилие порвано, только вольерное содержание. Потому что ему людской помощь нужен будет всегда. Именно здесь останется, и здесь его будут ухаживать за ним всю жизнь, до старости, до пенсии, как говорится. Вольер в Центре спасения не тот, что привыкли видеть люди в зоопарках. Клетку 4×4. Здесь это территория в 5 гектаров, огороженная забором. И на этой земле гармонично уживаются все. Кабаны, у которых охотники убили маму, покалеченная волками косуля. Здесь и животные, пострадавшие от более сильных зверей, и жертвы человеческой жестокости. Лосенок останется здесь навсегда. Он уже никогда не будет могучим хозяином леса, но зато уже стал хозяином многих людских сердец.
Анастасия Ильчебаева, Азат Петров, Азат Узбеков, Рамиль Вахитов. Новости. Гуфурийский, Кушнаренковский районы. Это все, о чем мы успеваем рассказать вам в этом эфире. Хорошего вечера и оставайтесь на телеканале БСТ.